Так, здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня у нас на ремонте плата такая пришла. Вообще как плата. Системный блок пришел целый. В общем, проблема какая с ним? Получается, компьютер запускаешь, ответа никакого нету вообще. То есть реакции на кнопку. Ну, бывает, что запускается с какого-то там конкретного момента. Ну, там раза 3-4 нажмешь, может запуститься. Потом что еще? Ну и такая проблема. Может сам включиться. Допустим, на дежурке стоит, сам запустился или еще что-то такое. Перезагрузиться может сам. В общем, проблема такая. Вот здесь это я вскрыл, смотрю, конденсаторы кое-где взбухшиеся есть. Вот конкретно я их отметил. Сейчас покажу немного. Вот я их синим пометил, получается. Видно, нет. Вот один конденсатор, замена идет. Вот второй конденсатор под замену. Здесь третий конденсатор под замену. Четвертый. Ну и в планах какой еще ремонт? Ну просто сделать как бы, как сказать-то это, профилактику. Будем менять термопасту. Такая термопаста у меня есть. Марка не знаю. Сейчас видно будет. Покажу. Так. Вот дипкуловская есть, D3. В принципе, тоже нормальная такая. Ну да, дипкул буду использовать. Z3 термопаста, не знаю, рублей 500, наверное, стоит. Да, по нашим якутским меркам 500 рублей где-то примерно. Покупал в ДНС. Так, что еще здесь будет у нас? Ну, от пыли полностью системник есть, пробил компрессором. Ну, видео показывать не буду, конечно. Пыли было пипец вообще. Так, что еще? Ну, как бы все. Поставлю новую операционку и пойдет самолет работать конкретно вообще. Как новый будет. Так, сразу батареечку замерим. На BIOS. Ну, слабенько. Ну, в принципе, 3 вольта есть. Нормально. Работать будет. Так. Ну, приступим. Так, точка была где-то. Очистим нашу старую термопасту. Вообще камень достать, конечно, аккуратненько. Вообще хотел немного рассказать о канале. В общем, пошел я по какому-то нестандартному пути. Все снимают о машинах, о ремонтах, как сотовый телефон ремонтировать. Я не знаю, я взял все в совокупности, чем интересно мне, чем не занимаюсь. И машинами занимаюсь, и ремонтами, и системами видеонаблюдения, и разной электроникой. Ну, вот, может быть, на моих обзорах видео будет что-нибудь такое интересное. Чем заниматься, будет интересно, то и буду снимать, как бы показывать, делиться своим опытом. Поэтому у меня на канале будет 3 плейлиста. Один конкретно, может быть, покатушки какие-то, я не знаю, отдых, про машину что-нибудь буду снимать. Ну, это конкретно у меня там будет
плейлист о машине, все. Ремонт Lexus LX 470. Были у меня видосы там. Посмотрите, кто не видел. Не знаю, получилось хорошо или плохо. Первый видос. То есть я учился как бы снимать, монтировать в Sony Vegas. Вот только-только начал осваивать. Как бы так. Ну вот, камень почистили. Сейчас аккуратненько надо его поставить в сотки. В соответствии с ключом. У нас процессор получается интеловский. Core 2 Guard 2.4. Понятно. Так, пиротилочка. Вот так, темненько. Надо почистить контакт. Позже займемся. Ну, разогреем паяльник наш. Будем выпаивать конденсаторы. А вообще как бы на таких больших платах, вот у нас что за плата? Мультикора КПУ ПСБ. Так, гигабайт ГАР P35C S3 моделька. LGA 775 сокет, ну старенькая такая. Человек пришел, в игрушки играет, видать хватает на этой карточки, да. Платы, так сказать. Платы, короче, хватает ему. Вообще конденсаторы, конечно, выпаивать на материнке на такой большой сложно. Тяжеловато, так сказать. Надо аккуратно это делать. Не нарушить никакие тут дорожки. Кондерчики у нас 5-вольтовые. Что это у нас за кондерчик? 6,3 вольта. 1000. Стандартные, короче, они где-то валялись. Тоже выпали оттуда. Кстати, паяльничек у меня такой Люки 85 2D плюс. Нормально, с термофеном. Вроде на работу пойдет. Год уже не паяем, ничего. Нравится китайцы. Так, плюс еще нужен будет. Антеч. Плюсик. РМА 223. Так, ну, начнем вот этот, наверное, кондерчик.
Ну, нашел, в общем, я такую плату асроковская. Валяется у меня сломанная запчасть. Выпали с нее вот эти вот кондерчики. Ну, нормальные, не бывшие. Как новенькие. Кстати, давайте ради интереса это заменим. Посмотрим вообще, как оно в мультиметре. Что покажется. Режим конденсаторов замера. Угу. Шестьсот 83. Он должен давать 1000. Просажен. Так. Триста один тоже дохлый. Семьсот 10 дохлый. Как дохлый? Ну так, еще что-то есть там, но мало все равно. Короче, он подвздутый, все равно по-любому там 1000 нет. Так, что еще? Сейчас выпаем конденсаторы живые, замерим их все и впаяем нашу плату. Посмотрим, как она заведется, как будет работать, как себя будет вести. Выпаивать надо вообще аккуратненько. Ножки не вырвать, иначе смысла от такого конденсатора уже не будет.
Ну, вроде бы. Это так. Радиатор. Сейчас надо будет его помыть чуть-чуть. Наносим нашу термопасту. Большого количества не надо. Тоненьким слоем надо все это делать равномерно. Главное, чтобы пробелов не было. Запомнил, что не пробелы. Так, беру радиатор. О, все. Смотрим, как отпечаталось, чуть не хватает. Добавим. Уголок не проработался. Все. Можно сажать. Видеокарта Asus. Что за модель такой? Надо нечаянно. Лучше, конечно, ластиком. Ластиком нет. Пластиком, потом спиртом. Тоже хорошо. Так, по скорости тут зеленая, красная, желтая. Ну, в общем, оперативка должна у нас в одинаковые слоты вставляться. Желательно. Два зеленых выберу. Там и скорость, и частота одинаково будет, как-то поток там, я не знаю.
Так и так. Все. Сделал сборочку. Собрал все. На место поставил. Будем пробовать запускать. Ну, всё, Last канал. Это и космос, все. Снова. Windows стартует. Нашел все оборудование, видать. Ну все, запись клеилась. Так вот мы починили компьютер. Посмотрим, как будет работать дальше.